утро, без 10:09, мы к 9 на работу уже. Дверь, наверное, коллеги подготовили, не надо даже карту прислонять к замку. Селям алейкум, Осман, как дела? Хорошего дня! Как таковой особенно романтической истории попадания на Милет у меня не было. Естественно, я не был оторван от реальности. Я знал, что такой телеканал существует, смотрел. Поступило предложение, с удовольствием я, ни секунды не колебаясь, я его принял. Я родился и вырос в среде, где жило очень большое количество крымских татар, поэтому всегда интересовал меня быт, традиции, культура народа. И придя сюда, вот уже за практически 1,5 года я ни разу об этом шаге не пожалел. Можно сказать, что здесь действительно, вот не кривя душой, очень такая теплая семейная атмосфера. Скажу в заключении такую фразу: «Мен Милет телеканал пек бегинем, шей вещь, ишья вещи, агыр». Тяжелый, трудный. Агыр. Крымско-татарский язык, наверное, для простого обывателя, случайного человека тяжелый и трудный. Но хотелось бы, чтобы носители крымско-татарского языка, которые смотрят, зрители, они не судили строго. Вот уже практически 1,5 года живу с вот этой книжкой самоучителем и надеюсь, что рано или поздно на хотя бы хорошем разговорном уровне получится освоить. Вот это наша гримерная, здесь все творческие образы, здесь все костюмы. У меня здесь сразу 2 костюма, которые я надеваю каждую неделю по пятницам для съемок парламентской передачи «Неделя Госсовета». В одном из этих костюмов я летал на пресс-конференцию президента Путина. На грим много времени тратить не приходится. В основном здесь девушки любят время проводить, поскольку у меня природная внешность подходящая, поэтому много с гримером не приходится проводить времени. Тарас, у нас завтра рабочая поездка Сергея Валерьевича. Нужно будет сделать включение на 11:30. В общем, это очень важно. Мы, как всегда, надеемся на тебя. Тарас у нас пуловский корреспондент. Это значит, что все самые важные события в республике мы доверяем ему. Он делает это очень креативно. И, конечно же, мы обожаем все его сюжеты, его работы. В общем, что-то я его захвалила. Тарас, не подслушивай. Специфика журналистского ремесла состоит в том, что не только приходится подолгу сидеть за компьютером и умственно трудиться, приходится очень много времени проводить на ногах, иной раз даже бегать зачастую, когда какие-то экстремальные ситуации. Поэтому необходимо всегда себя поддерживать в физическом тонусе. Сейчас в каждом дворе есть вот такие воркаут-секции, и несмотря на то, что уже усталость одолевает, уже конец рабочего дня, все равно стараюсь приходить обязательно какое-то время вот так уделить физическим упражнениям для того, чтобы больше сил было. Сразу после того, как я устроился работать на Милет, один из самых популярных вопросов от моих знакомых, от коллег-журналистов был, насколько комфортно работать в крымско-татарском коллективе. По прошествии уже 1,5 лет выводы сделаны. Могу твердо этим людям сказать, что абсолютно нет никаких проблем, барьеров, ни ментальных, ни языковых. Разговаривают в коллективе на крымско-татарском языке. Я уже все больше и больше с каждым днем понимаю. Общаемся и на русском языке. Ты крымская татарка, я не крымский татарин. Коллеги тоже крымские татары. Никаких недопониманий, тем более конфликтов и разногласий в коллективе никогда не возникает. Поэтому каждый день для нас как праздник. Работаем на благо крымско-татарского народа, всего Крыма в целом. Милет и чум.